Открывая еженедельное совещание, Магомед Евлоев отметил слаженную работу всех коммунальных служб и ответственных министерств по устранению последствий стихии, которая обрушилась на ряд регионов 12 июня. Сильный шквалистый ветер, который, по информации специалистов, достигал 20 метров в секунду, повалил деревья, рекламные конструкции и не только в городах и сельских поселениях республики. Повредил кровлю. К счастью, никто не пострадал. Все активно подключились. Особенно хочу отметить энергетиков, которые сутками работали. Традиционный вопрос повестки еженедельного совещания реализации в Ингушетии национальных проектов и федеральных программ. Бекхан Майсагов рассказал, какие суммы уже законтрактованы и как идет исполнение поставленных задач президентом перед нашим регионом. На 5 июня текущего года нового мониторинга по Министерству финансов у нас нет, есть последний мониторинг на 5 июня. По 6 национальным проектам кассового исполнения наша республиканская превышает средний уровень по стране. Это национальный проект «Семья», продолжительная активная жизнь, инфраструктура для жизни, национальный проект «Экология», туризм и беспилотная авиационная система. По этим проектам кассовое исполнение по нашей республике превышает на 10-15%, чем средний уровень по стране. Далее участники совещания обсуждают следующий вопрос повестки. Это проводимая работа региональным центром управления регионом по мониторингу информационного поля в сети интернет, обработке жалоб и обращений от населения республики. Как рассказал руководитель ЦУР, на каждый вопрос жителей специалисты стараются реагировать оперативно. Время ответа под контролем. Основным вопросом прошлой недели был ураган. 12 июня в 19:20 Центр управления регионом зафиксирован в социальных сетях первые сообщения о начале стихийного бедствия. Информация и рекомендации по реагированию были оперативно направлены в Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия. Пресс-служба МЧС оперативно разработали и распространили инструкцию для населения о действиях в условиях непогоды. ЦУР поддержал информирование граждан, публикуя данные рекомендации через официальные аккаунты и собственные каналы коммуникации. Важный вопрос повестки – водоснабжения. В Ингушетии проводит работу по предотвращению возможных порывов в сельских поселениях, где вопросы отсутствия воды возникают чаще. К тому же в регионе организован подвоз воды. Обеспечен непрерывный подвоз воды, чтобы население не оставалось без водоснабжения. А то, что вследствие порывистого ветра произошло, там 3 насоса сгорело на кране, сразу заменили, водоснабжение установлено практически. В Бердюрте сегодня в 5 утра насос заменили, туда тоже сейчас идет заполнение водопроводных сетей и будет обеспечено водоснабжение. Практически во всех населенных пунктах сейчас вопросы снятые, связанные с бесперебойным водоснабжением. Обсудили участники совещания вопрос о ходе подготовки мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, а также мероприятий 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 21-й годовщине гибели сотрудников органов внутренних дел в ночь на 22 июня 2004 года. Возложение цветов и разворачивание флага копии знамени Победы размером 60 на 40. Планируется, что в мероприятии примут участие представителей органов государственной власти Республики Ингушетия. Также в этот день в Национальной библиотеке, в домах культуры пройдут мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 21-й годовщине нападения на республику в 2004 году. Все республиканские мероприятия согласованы с правительством. Также на совещании обсудили ход проведения весенней призывной кампании и отбора граждан на военную службу по контракту, об организации оповещения призывников на срочную службу в Вооруженных силах России, рассмотрение проектов нормативно-правовых актов Ингушетии и не только. Рина Цичоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.